И вот мы приехали, бесславно сели на такси и приехали в Кантышево. Воспоминания о депортации вызывают слезы по сей день даже у взрослых мужчин. Мусей Зурабову в феврале 44-го только исполнилось 5 месяцев. Младенцем он пережил все тяготы ссыльной дороги. О первых годах пребывания на чужбине Муса помнит по рассказам отца. Это после он станет видным общественным и политическим деятелем, а тогда был маленьким ребенком, который ни в чем не был виноват. И вот отец рассказывает, что к нему подошел поп из деревни Новокаменки и сказал: ты поедешь со мной. И вот с его поп нашу семью забрал, привез себе. Депортация ингушей началась 23 февраля 1944 года. Эта операция носила кодовое название «Чечевица». По различным цифрам ссылке подверглись около 100 тысяч человек. В ходе выселения и первые годы после нее погибли около 23 тысяч ингушей, то есть каждый четвертый. За исключением Западно-Казахстанской области, чеченцы и ингуши были расселены во всех областях Казахстана. Наибольшая концентрация спецпереселенцев проходилась на Акмольскую, Кустанайскую, Павлодарскую, Семипалатинскую и Карагандинские области. В Киргизской области география расселения чеченцев и ингушей охватила области Фрунзенская, Ошская, Джамал-Абаданская, Таласские области с размещением основного населения во Фрунзенской и Обской областях. Для спецпереселенцев, а именно так называли депортированных, самыми трудными оказались первые годы. С собой взять практически ничего не успели и приехали ни с чем. Трудно представить, как обеспечить 100 тысяч человек жильем и едой в короткий период. Да и на улице не был май месяц. 40-градусные морозы в тех краях – это норма. Климат на Северном Казахстане очень такой жестокий. К тем морозам, которые там существуют, добавлялось жестокое такое отношение ко всему живому. Это сильный ветер. Ветер поднимал снег, который там падал, собирал к домам, к заборам. Вот я помню, мы катались на санках, на лыжах с заборов, поскольку вот эти заборы были занесены снегом. Всего было отправлено 180 эшелонов. План расселения депортированных был разработан еще в декабре 1943 года. Так каждой семье полагалась определенная поддержка. Власти обязались построить жилье, выдать 1 корову и зерно. Постановление Совнаркома СССР от 14 октября 1943 обязывало правительство республик, принимающих спецпереселенцев, предоставить им возможность построить в 1943-1944 годах индивидуальные глинобитные дома из местных стройматериалов и приспособить пустующие и требующие ремонта постройки для жилья, а также возместить натурой спецпереселенцев колхозниками и единоличниками оставленный ими скот, птицу и зерно. Однако в начальный период этот вопрос терпел большие провалы, и на деле все оказалось не таким радужным, как на бумаге. Зачастую местные жители отказывались делить жилье с переселенцами, а зерно и скотина не выдавались. Из досок ставили каркас какой-то, перекрывали камышом, и это считался, построили жилье без окон, без дверей, без пола. Буквально на землю ставился этот каркас, перекрытый камышом. И это считалось жильем для спецпереселенцев. Имели место отдельные случаи отказа в предоставлении квартир и нежелания приема переселенцев на уплотнение. Так, например, представитель колхоза имени Сталина Новопокровского сельсовета Канского района Пашинин отказывался принимать участие в подборе и ремонте квартир, заявляя: «Мне не нужны ваши переселенцы». Свое настроение он передавал остальным колхозникам. После соответствующей беседы члены районной тройки с Пашининым последний приступил к работе. Колхозница колхоза «Большевик» Панфиловского района Шевченко, 45 лет, муж отслужил в Российской Красной Армии. При посещении квартиры ее на предмет изыскания свободной жилплощади для спецпереселенцев заявила: «В квартиру никого из переселенцев не пущу», и просила исключить ее из списков, в которых она была внесена районной тройкой. Как проходила депортация и как сложилась жизнь ингушей в ссылке, рассказывают нам очевидцы тех событий. Многое работники НИИ узнали, посетив Казахстан. Из архивов местных музеев привезли около 100 личных дел. В них отражается жизнь наших земляков на протяжении 13 лет, проведенных вдали от родной земли. Трагедия нашей депортации, она остается актуальной и темой, и болью
вот, у каждого поколения. Тем более, вот я как бы следующее поколение. Я родилась в 1949 году, поэтому вот отголоски этой трагедии, они прошли и через мою биографию. Возможно, моя жизнь была бы более благополучной, более счастливой, более такой вот приятной, если бы не было вот этой депортации. Это безусловно. Но со временем все, конечно, подзабывается, но историю надо знать, надо помнить. В истории ингушского народа много черных страниц, и депортация является самым жестоким актом. Наш народ вместе с другими был выслан под клеймом врагов народа. Депортировали даже тех, кто воевал с фашистами на фронтах Великой Отечественной. Мы помним, что было, но должны думать и о будущем, извлекая уроки из прошлого. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24.